систему самоуправления у нас сегодня в стране составляют это советы депутатов и, конечно, органы территориального общественного самоуправления, так называемые АТОС. Что касается АТОСов, то здесь, конечно, по городу Витебску следует признать практическое их отсутствие. Почему так произошло? Конечно, тут дискутировать тоже можно долго и сложно, в какой-то степени, да, далекой. Наверное, к АТОСам, органам территориального общественного самоуправления, можно было бы отнести создаваемые или созданные товарищества собственников жилья. Да? Где-то в какой-то части, опять же, видите, опять в части, люди, которые являются собственниками, они определяют развитие своего дома, финансирование своего дома. Да? Но по другой стороне мы видим, что люди нанимают управляющего в лице председателя товарищества собственников. И уже этот управляющий осуществляет управление общим домовым имуществом, осуществляет функции уборки придомовых территорий, распределения средств и так далее. Уже вопрос, как он это делает, правильно, неправильно, и тут влияние, опять же, если мы сегодня посмотрим людей, то есть членов товарищества, на его работу, оно тоже такое двоякое. Почему? Потому что сегодня, наверное, вот на базе товариществ можно было бы где-то создавать АТОСы. Но настолько большой разброс по председателям товариществ у нас сегодня, вот в городе он существует. Ну, у некоторых председателей есть до 25 товариществ собственников. Они не являются юрлицами, они являются индивидуальными предпринимателями. Ну, наверное, это тоже может и имеет право место быть, но тот разброс территориальный, то есть несколько домов, если мы переходим в Биево, несколько домов на югах, несколько там, где-то не позволяет, может быть, создать вот это вот объединение территориального общественного самоуправления.